Сухуми первым делом министр спорта России Олег Матыцин в сопровождении первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джиопо посетил футбольный стадион «Динамо». Объект был построен в рамках российской инвестпрограммы и открыт в 2015 году. Его вместимость 4300 мест. Олег Матыцин осмотрел футбольное поле и инфраструктуру стадиона, тренажерные и спортивные залы, технические и служебные помещения. Делегацию сопровождал председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Джемал Губаз. Далее российские гости посетили республиканский стадион, построенный еще в 70-е годы. С большим интересом, конечно, знакомимся с спортивной инфраструктурой республики. Понимаем, что значительные трудности были, пока остаются, конечно, но у нас есть желание и готовность в соответствии с программой межправительственной, соглашениями, которые были подписаны, максимально постараться оказать содействие в развитии спорта, физической культуре. У нас желание есть, потенциал есть. Президент Российской Федерации, президент Республики Абхазия понимают значимость спорта сегодня, здорового образа жизни. Ну и самое главное, конечно, видим, что структура нуждается в что-то в реконструкции, что-то в капитальном ремонте, что-то в создании создании новых объектов. Поэтому будем максимально делать все необходимое для того, чтобы по всем направлениям оказывать содействие нашим коллегам. В этот же день президент Абхазии Аслан Бжания принял министра спорта России. Приветствуя гостей, глава государства выразил признательность за помощь и успешное взаимодействие с Госкомитетом Абхазии по спорту. Знаю, что благодаря вам в этом году наши футболисты играют в студенческой лиге. Знаю о том, что по вашему поручению приезжали специалисты, выезжали в Гальский район, там, где раньше была база гребного спорта. Ну, если нам удастся вместе с вами этот проект реанимировать, то это было бы здорово, конечно же. И знаю о том, что вы намерены помогать нам в плане получения образования в учреждениях образовательных, спортивных. И слышал, рассказывали о том, что к нам будут приезжать специалисты для обучения тренеров, судей по разным видам спорта. Это очень важно. Мы любим спорт. У нас очень много известных спортсменов, уроженцев Абхазии. У нас один из первых трехкратных олимпийских чемпионов Виктор Санев. Так, уроженец города Сухум. Гордость советского и мирового спорта. После войны очень много, к сожалению, утрачено, но теперь настали другие времена, настало время собирать камни, настало время созидать. И вот в этом смысле развитие спортивное в Абхазии, на мой взгляд, имеет большие перспективы. Кроме того, Аслан Бжания поздравил россиян с успешным выступлением сборной на Олимпиаде в Токио. В свою очередь Олег Матыцин поблагодарил президента за теплые слова и подчеркнул, что спорт должен показывать пример консолидации и единства общества, тем более в период мировой пандемии. Наши народы близкие, мы всегда стремились и абсолютно уверены в том, что будем продолжать наше взаимодействие не только в области спорта. Спорт как одна из сфер. Но я думаю, что важное очень, потому что речь идет о здоровье человека, не только об олимпийских медалях, хотя это тоже значимая часть, которая демонстрирует успехи государства. Но и я с большой радостью и благодарностью принял приглашение. Будем взаимодействовать и по тем направлениям, о которых вы сказали. Это и укрепление материальной базы, это и подготовка кадров как на территории Российской Федерации, в наших вузах, так и наше содействие в том, чтобы повышать уровень профессионального мастерства. Здесь, в республике, мы видим проблемы не поверхностно, понимаем, что предстоит сиюминутно они не решатся. Но самое главное, что президент Российской Федерации, вы как президент республики, очень близки по видению, и наши интересы, как геополитические, так и интересы региона, они ни у кого не должны вызывать сомнений. Касаемо спортивных объектов Абхазии, Матыцин подчеркнул, что стадион «Динамо» приспособлен для проведения соревнований и занятий, тогда как республиканский стадион требует реконструкции. Мы будем думать, как опять через механизм федерации, потому что напрямую, к сожалению, у нас возможности нет оказывать содействие в реконструкции, в капитальном строительстве. А помощь федерации, таких крупных, как Федерация бокса, Федерация легкой атлетики, подумаем с моими коллегами, сейчас после Олимпийских игр как раз обсудим
как можно приложить усилия для того, чтобы обеспечить условия для занятий. В конце встречи стороны обменялись памятными подарками. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.